2026 год объявлен в Абхазии годом села, отметил министр сельского хозяйства Беслан Джопу, открывая круглый стол. Беслан Джопу подчеркнул, что аграрный сектор является приоритетным в государстве наряду с туристической отраслью. Эти направления взаимозависимы и должны развиваться параллельно. Исходя из того, что село без сельского хозяйства это неразрывно это связанные два направления, и мы хотели бы использовать это окно возможностей, насколько это возможно, максимально рационально для того, чтобы улучшить ситуацию именно в агропромышленном комплексе. Исходя из названия самого форума «Инвестиции в будущее», больше будем говорить о том, что мы собираемся делать для того, чтобы улучшить именно благополучие сельчан и, как можно сказать, вот в нашей внутренней миграционной политике отток молодежи в основном из сельской местности в город. Делегация Министерства сельского хозяйства России участвует в работе Абхазского международного форума. Мы приехали большой командой, и я выражу общее мнение. Все, что мы видим, впечатляет и мотивирует нас на то, чтобы наше общение продолжалось, отметил замминистра сельского хозяйства России Александр Разин. Цель вот таких вот встреч, такого обсуждения в этих форумах, в том числе донастройка мер поддержки. То есть мы видим, что бизнесу необходимы какие-то другие, более точечные решения, то мы, конечно, не должны стоять на месте, и результатом является в том числе появление новых идей, новых донастроек. Мы со своей стороны к такому диалогу, безусловно, готовы. Я уверен, что у каждого делегата Российской Федерации по итогам общения в рамках и на полях этого форума точно останется хорошее послевкусие, которое сделает невозможным неприезд сюда еще раз. То есть точно я уверен, что мы будем и дальше общаться и дальше развивать наши совместные проекты. Ну а Министерство сельского хозяйства со своей стороны сделает все возможное для того, чтобы это развитие было максимально органичным и выгодным для наших дружественных стран. О состоянии и перспективах развития рыбной отрасли рассказал замминистра сельского хозяйства Абхазии Артуш Сарибекян. Рыбоводство является неотъемлемой частью сельхозотрасли. Основной промысловой рыбой является хамса и частично ставрида. Рыбопромысловый комплекс республики представлен 10 предприятиями, ведущими улов и переработку хамсы, рыбьего жира и рыбной муки. Производственные мощности данных предприятий позволяют ежесуточно принимать до 7 тысяч тонн рыбы. Динамика улова хамсы в водах Абхазии в последние годы носит выраженный периодический характер с подъемами и перепадами. Среднегодовой объем вылова хамсы с 20 по 25 годы 5 лет составил где-то 30 тысяч тонн хамсы. В среднем в год, значит, производится это 9 тысяч тонн рыбной продукции, это около 6 тысяч тонн рыбной муки и 3 тысячи тонн рыбного жира. Путину 25-26 года, в этом году, мы подводим итоги, она сейчас завершается, выловлено чуть более 50 тысяч тонн и получено более 10 тысяч тонн муки и 5 тысяч тонн рыбьего жира. Также по просьбе российской стороны были созданы благоприятные условия для работы в абхазских водах, ограниченному числу российских предприятий с платежами на уровне резидентов, то есть юридических лиц Абхазии. Все платежи, а квоту мы предоставляем бесплатно. На встрече также присутствовала представительница государственной агропромышленной лизинговой компании «Росагролизинг». Она рассказала, на каких условиях предоставляется лизинг и какие приводятся требования к заемщику. Условия лизинга для заемщиков нерезидентов. Значит, на сегодняшний день эти условия включают в себя следующие ковенанты. Первое. Для клиентов доступен минимальный взнос первоначальный от 0%. Для клиентов доступен срок, и на самом деле этот срок максимально приближен к сроку полезного использования сельхозмашин 7-8 лет. Ну и, наконец, ставка удорожания по программе лизинга для резидентов Республики Абхазия составит примерно 10-10,8% в год. Ставку удорожания. Но, естественно, я знаю, что и вы знаете, что для резидентов Российской Федерации действуют особые льготные условия. Конечно, они еще более комфортные. Вот для того, чтобы такие льготные условия стали доступны и для бизнеса Республики Абхазия, нам требуется, наверное, какое-то принятие межправительственного соглашения, отдельного акта.
Участникам встречи рассказали о проектах, реализуемых в республике в рамках развития сельского хозяйства, таких как молочный завод и завод по переработке цитрусовых. Было отмечено, что такие предприятия являются первыми шагами в увеличении объемов производства и переработки в республике. Ирина Богателя, Асида Сагария, Ахрамичпа, Абхазское телевидение.